Мариуполь. Трудовым мигрантам не выплачивают зарплату. МВД РТ. Десятки домашних медресе. Таджикистан опустился в рейтинге Freedom House. Таджикские мигранты, работающие на восстановительных работах в захваченном Россией Мариуполе, заявили, что работодатели не выплачивают им обещанной зарплаты. Многие из мигрантов работают в разрушенном городе с октября-ноября прошлого года. Об этом сообщает Азади. По словам одного из таджикских мигрантов, Сафар Али, обещанной зарплаты не получили около 300 человек. Работодатели пообещали платить до 120 тысяч рублей в месяц. Первые месяцы нам платили меньше половины обещанной суммы, рассказал он. Это не единственный случай, когда российские строительные компании привлекают мигрантов из Центральной Азии к различным видам работ на захваченных в ходе текущей войны территории Украины. Кыргызское издание «Клоп» опубликовало собственное расследование, где сообщается о мигрантах из Кыргызстана, которым также не выплатили обещанные деньги. Издание опубликовало видео, полученное от своего источника, который утверждает, что видео снято на захваченной территории Украины. На видео, в поле, где слышен свист ветра, сидят на бревнах мужчины в синей униформе и камуфляже. Вокруг кучи грунта и свежевскопанная земля. Снимающий видео человек на кыргызском языке бодро предлагает остальным дать репортаж. Таким образом, Россия не только насильно использует трудовых мигрантов на передовой в военных действиях, но и привлекает их для работ по восстановлению разрушенных городов Украины, которые находятся под контролем россиян. Откуда? Узбекистан. МВД Таджикистана в своем годовом отчете, опубликованном «Голосом народа», сообщила, что в прошлом году было выявлено 38 случаев незаконного религиозного образования. Во всех случаях дети получали уроки религии у соседей или местных имамов, что является нарушением закона, говорится в отчете. Отметим, что после принятия в марте 2009 года Закона о свободе совести и религиозных объединениях преподавание религии на дому стало незаконным. Какое-то время некоторые имамы при наличии лицензии Комитета по делам религии при правительстве Таджикистана обучали детей основам ислама в мечети. В августе 2016 года было закрыто последнее медресе, а получение лицензии для обучения стало невозможным. На данный момент по таджикскому законодательству только родители имеют право давать религиозное образование своим детям. Но, к сожалению, уровень знания об исламе в Таджикистане таков, что далеко не все родители способны обучить своих детей даже основам ислама. Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала обновленный рейтинг несвободных стран «Свобода в мире». В обновленном рейтинге Таджикистан набрал 7 баллов из 100 возможных. Тем самым опустился на 1 пункт по сравнению с прошлогодним результатом 8 баллов из 100 возможных. В графе «Политические права» указывается, как и год назад, цифра 0, что означает наихудший результат. Кроме Таджикистана, соседи по региону также оказались среди несвободных стран. Казахстан 23 балла, Кыргызстан 27 баллов, Узбекистан 12 и Туркменистан с 2 баллами вошел в список худшие из худших. Примечательно, что согласно результатам анализа всех западных правозащитных организаций и различных институтов, ситуация с подавлением любой несистемной политической активности в странах Центральной Азии уже в течение более чем 30 лет остается ужасающей. Однако это никак не мешает правительствам стран Запада устраивать отношения с азиатскими диктаторами и постоянно приветствовать реформы. Авторы доклада также отмечают, что страны Закавказья и Центральной Азии считаются сателлитами Москвы, однако Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан отказались признавать аннексию Россией украинских территорий, и все они соблюдают санкции, введенные против российских банков. Коллеги, сегодня на рассмотрение Совета глав государств